Вибраторы, которые мы привлекли через наших субподрядчиков, это французские, 30-тонные, самые мощные практически. А это и есть те самые вибраторы, с помощью которых производится разведка земных пластов. Волны, проходя через определенные точки, формируют некую графическую структуру, которая фиксируется приемниками сейсмических колебаний. Затем с помощью комплексной компьютерной программы все данные будут обработаны. Акционерным обществом «Грознефтегаз» заложена система сейсмических исследований. На следующий год предстоит разведка двух таких же площадей. Через год еще одна площадь, равная этим двум. Далее уже руководствуясь полученными данными. Рустам Мугаев, Асхаб Зайнулаев, Джамлай Хаджалиев. Новости. Как эффективно бороться с коррупцией? Об этом говорил главный эксперт Бюро медико-социальной экспертизы на сегодняшней пресс-конференции. Майырбек Хасиев отметил, что установленные камеры слежения в его ведомстве позволили намного снизить уровень коррупции. Главный эксперт также сообщил, что перечень документов повторных больных значительно сократился. Мы отменили справку с места жительства и составе семьи. С 1 июля мы отменяем эпикриз для повторных больных при одном условии. Если у этих больных будут на руках амбулаторные карты, где четко, ясно будет прописано хотя бы за последние 12 месяцев, что было сделано. Продление справки вообще не предусмотрено законом. У нас в последнее время появляются справки, которые якобы продлены. Нет такого. Если срок инвалидной справки закончился, то больной обязан представить следующие соответствующие документы медицинские непосредственно с ЛПУ. И ему выдается новая справка. Эта справка изымается, и она уходит в архив. Чеченская республика стала участником российского проекта изучения экологической ситуации в регионах. Этим занимается Башкирский республиканский научно-исследовательский экологический центр. На сегодняшней пресс-конференции главный эколог республики рассказал о другом совместном проекте с правительством Чехии. Речь идет о чешской международной экологической программе, которая успешно реализуется во многих европейских странах. Пробы, которые проведены на территории нашей республики, уже находятся у чешских специалистов. Как отметил Шахтамиров, это прежде всего необходимо для того, чтобы выявить факторы, влияющие на здоровье человека, что в послевоенном регионе особенно важно. Чешская организация. Я с ней созвонился, значит, мы договорились, заключили договор, она приехала к нам в комитет, мы совместно разработали программу. Программа эта заключается в том, чтобы нам можно было бы попасть в проект по, значит, изучению экологической ситуации в нашей республике. Значит, если более детально, это содержание, значит, в почве, в атмосферном воздухе и в биологических тканях диоксинов. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Адекел, шубиздералху.